Быстрее, выше, сильнее. Главный девиз всех спортивных состязаний стал девизом и для участников ежегодного фестиваля «Живая энергия Северных игр», который в начале ноября состоялся в Якутском промышленном техникуме имени Десяткина. Это мероприятие объединило студентов, представителей народов Севера, которые учатся в различных учебных заведениях столицы. Данный фестиваль посвящен столетию знатного оленевода, кавалера ордена «Знак почета», депутата Верховного Совета СССР, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетного гражданина Нижнеколымского района Иннокентия Яковлевича Гарулина. Чукотская команда у нас под названием «Умка», это «Белый медведь». Собрались студенты и рабочая молодежь, которая находится в это время в Якутске. Значит, это студенты из района Нижнеколымского, откуда сам наш герой. Традиционно это метание чаута по движущейся мишени в пханельху. Также женская борьба, также прыжки через нарты, жирная шкура. Вот такие вот наши традиционные. И, конечно, гонки на оленях упряжках. Эти спортивные мероприятия проводились в селе Колымское, откуда был родом Иннокентий Яковлевич. Игры предков назывались. В этом году мы при поддержке субсидий, гранта мэрии города Якутска выиграли вот этот конкурс и провели его 28 сентября в местности Намцирский тракт, 2 километр. Это очень хорошее место. Мы ждем сейчас от мэрии разрешения на юридическое оформление этой местности, где будем проводить подобные мероприятия. Эти мероприятия, они помогают молодежи идентичности, они помогают углубляться в свою культуру, уникальную северных народов, объединяет не только чукотские представители, но и народов, коренных малочисленных народов Севера, которые проживают на территории Республики Саха-Якутия. Такие мероприятия нужны и важны как раз для подрастающего поколения, потому что они наша смена. Фестиваль начался с чукотского обряда поклонения огню. Потомственная чукча береговых чукчей. Именно береговые чукчи – это те, которые живут возле Охотского моря. Родом Среднеколымского. Как начался ассоциация малочисленных народностей именно чукчей, я работаю заместителем. Какие именно виды соревнований присущи именно чукчам? Что они больше всего любят? Именно подчеркивается выносливость, ловкость, гибкость. Дорогие участники, уважаемые организаторы, мы рады приветствовать вас в стенах нашего Якутского промышленного техникума имени Тараса Гавриловича Десяткина. Поздравляем вас с началом соревнований. Желаем вам честных соревнований, объективного судейства, и пусть победит сильнейший. От имени Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия вас всех поздравить с открытием очередных ежегодных игр «Живая энергия Севера». Я бы хотела отметить, что в этом году примечательно, что эти игры посвящаются, как уже было сказано, нашему старейшему, одному из представителей древнейшего чукотского народа Иннокентию Яковлевичу Гарулину. Вкратце, если говорить о том, что он говорит оленевод, начинал свою трудовую деятельность оленеводом в нашем известном совхозе Турваурген. Нужно понимать, что в лучшие года в совхозе Турваурген, 70-е годы, численность домашних оленей была более 30 тысяч. В частности, в 1973 году 36 тысяч оленей. Я знаю, что здесь у нас Макар
чукчи – это Лаура Ветлан, что означает «настоящие люди». На самом деле север покорить могли только очень выносливые, терпеливые и энергичные люди. Вы это увидели по нашим танцам по чукотским. Я уверена, что победит сильнейший. И от имени ассоциации у нас будет специальный приз, который будет вручен сегодня в конце игр. Удачи вам, ребята! И это который от имени старейшего чукотского народа и от имени старейшего югодырского народа разрешите поприветствовать участников всех и выразить такую благодарность, что вы продолжаете нашу традицию. Спасибо вам большое. Желаю вам спортивных побед. Удачи! Своими выступлениями украсил фестиваль народный ансамбль танца «Гулун». В фестивале приняли участие 6 команд. Это команда «Куркыль», «Ворон» студентов Якутского промышленного техникума имени Десяткина, «Наматкал» представители молодежи Кобяйского района, «Гулун» участники народного ансамбля, «Давдын» студенты Якутского индустриального педагогического колледжа имени Членова, команда студентов автодорожного техникума и «Умки» «Белые медведи», команда молодежного совета Чукотской ассоциации. После жеребьевки начались соревнования по прыжкам через нарты, по метанию чаута, по нори – эвенкийской игре, где нори – это деревянная палка длиной около 1 метра, которую надо удержать как можно дольше. Один из этапов соревнования – также эвенкийская игра «Ловля хариуса», когда на длинной веревке подвешивается макет рыбы. Участник с разбега должен задеть хариуса ногой и пройти на следующий этап, так как рыба каждый раз поднимается выше на 3-5 сантиметров. Надо заметить, что метание чаута – это состязание чукотских оленеводов, у которых своя методика отличная от методик других северных народов. Мастер-класс по чукотскому метанию чаута перед состязаниями провел опытный оленевод Макар Семенович Курилов. Сам маут, чаут
мать, он отличается. У него есть утолщение. И при броске он очень маленький, этот круг. И дело в том, что там у меня на родине делают соревнования именно на движущие. Движущий такой предмет. Потому что олень все время двигается, и наша жизнь такая движение, и это я хочу показать, что и показал сегодня именно этот бросок, он как танец, вы понимаете. Сперва ставят переднюю ногу вперед чуть-чуть, потом, когда при броске правая нога уходит вперед, и вот от левого до ноги, ступней до маута, это получается как одна и направляющая. Вот такое сегодня показал. Думаю, что некоторые уже показали результаты. Хотелось бы, чтобы вот этот бросок, я уже сказал, популяризировать. И, возможно, в будущем он бы как один из видов спорта был бы. Наших предков игры. Очень рад, что популяризируется вообще это, все игры севера. По всем видам состязаний разгорелась жаркая борьба. Все участники продемонстрировали свои навыки и умения. Меня зовут Семенов Давид. Я учусь во втородорожном техникуме. Я 2005 года. В таких соревнованиях участвую первый раз. Оказывается, очень интересные соревнования. Мне очень понравились. Я участвовал в прыжках в нарды. У меня результат 103. Сам занимался вольной борьбой 7 лет. Недавно приехал с армии, служил в воздушно-десантных войсках. И такие соревнования для меня только в радость. Северные игры, хотелось бы, чтобы они развивались и чтобы были большие соревнования уже в республиканских уровнях. И хотелось бы во всех этих участвовать в соревнованиях. Скажем, держат палку, бросают веревку на оленей. Очень интересно. Хотелось бы участвовать побольше в таких соревнованиях. Лебедев Егор. Бәйім абайлықтың түріттақпын. Кәбіргіне дейін әлекті. Бәйім суфуға өрінебін. Я көн сыбырфы. 2 курспын. Орын қытады васыттырген группа. Онна бәйім ансамбл гонкулюбін. Гулунден. Народный ансамбл танцы гулун. Онна бихи северный онюлыға қыттығалдевді. Бәйбіт үмкіләйіппет ол нені, невер күдірін үмкіләйіппет, Чуковский танец, онтан үргүчі қаламыз көріқтеге кітті жайды. Онна нөрейен тоққа амбастықын қолынан көддім, көріқтеге. Ол нені қағанда қолынан көрбет ағым. Еще ва интернет ва тоқық көріңе бет. Кейі координацията қайыр әппеттер ебет. Үмкүйіп боламын ең кірдік тоқ қайыр әппет. Жарық бар күдік болды. Білің мұйаға маңны көріқті хамы олақын солтталақ тегінігін, тоға жетер анның қотығылыстар өнелерін пропагандалық қынады. Тоға жетер білігін уже кіржағыз жомын уже бейіға анныға үйе оғылар бар беректерін ады. Бәлерін обычайдарын, традицияларын. Меня зовут Кардашевская Ольга, я представляю команду «Гулун». Сама учусь в авиационном училище Санкт-Петербургского филиала на организацию перевозок. 2-й курс. С каких пор ты стала заниматься этим видом спорта? Я занимаюсь северным многоборьем с начальных классов. Занималась лет 5, потом из-за травмы приостановила. Сейчас занималась легкой атлетикой, но пока остались только танцами. Мне очень нравится вообще северный народ. Из-за этого я выбрала северные танцы, во-первых. Потом очень нравятся вот эти виды спорта, как нарты, бросок аркана, метание топора, бег сам, прыжки тройные. И также хочу в таком фестивале участвую первый раз. И хочется, чтобы больше было таких соревнований, фестивалей, конкурсов. Это все помогает детям развиваться больше. Очень интересно, познавательно и много знакомств, общения. В общем,
Да, очень круто. Китини көрдім мен, әвен көлтін жабын. Бұл күрақтайға судиялы жабыт, қағыстал бұтын. Қағысталын бол отыр бұл күрақтай. Бұл күттатчылар бары тоқ хотулыстаны жалдар. Ен уже білелер. Çoğda как deyip kurduk, kürekti haddağın. Ol üksüte mavut, nartı, oliyin barıhin bileller. Komandalar barı bilimler. Ton hılttan hıl hanga tohtar, uşasıklar köstön yerler. Onunla Onunla hoş, priz hılttan hıl onunla kayan yer. Priz tupsan yer deyip kurduk. Тобет мындык тох айыллары. Холбура бу хыл бола тематика болан тохка болла. Чуковская тематика болла. Бу метание аркана болан бу чукчалар тохтарынан техникаларынан тохтарынан барды. Тохчиллери. Это техникаларынан. Техника броска болар ба. Каждый улуска атын бросок болар ба. Мен атак огордак минара ба. Мана севернеге жарыктамытым. Это бәйім болғаны білген, уже атын споргынан жарықтан ажауын. Бұл білген бәйім әме тоқ из династии оленеводов дейі көрдікпін ба. Нар оғырдақпынан отын тоғы бұл бачаңылы нар стады ажауын ба. Свободное время. Джоном тавайттар то индев курдук. Олин ба мека чугас бар уже. В организации фестиваля большую помощь оказали члены молодежного совета ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Меня зовут Элла Павлова, ортоколматта халжабын. Бу республикатагы эдерчат агаяқсаннақ тугар агаяқсаннақ эдерчаттар түмсүлөрүгөр барбын. Беге бу тарахиммет хылақсын болар. Булырын холобра беге артистическая школага оңор буппут. Артистическая школага тәрбиеппет онтон быйыл болла студенттер оңорду бу көрөргө курдук. Бу тарахиммет Иннокентий Яковлевич Горонинга сүссагар ананар. Бу беге тарахиннер бет бу спорттун энере болбакка бияка ыры көрөктөрө болалар, үңкү, салаксан бу доктор Аянги Мелани Эбенская, Эвенек, Бакалдын, Эвенкийская, энник көрөктөр тарахиннер, улахан тарахиннер болалар, оннары көрөгө бар болар, көрөктөхилер бар болалар, спортивный. Биге опсайнан эдер чаттар Толбут шөппетен тоғыр өлелі онна бу бары бирге маннык мустаммыт сөбелі хәммет бәбетен көмө болабыт. Меня зовут Кривошапкина Анита Васильевна. Я учусь в КИТе, СУФО, первый курс. В этом году вступила в молодежный совет КМНЭЦ. Расскажи, чем вы занимаетесь в этом молодежном совете? Что он вообще дает? Мы собираемся вместе, участвуем, общаемся, чтобы сохранить свой родной язык, разговаривать на нем. Меня зовут Булдукина Алена, я из Среднеколымского района, учусь в юридическом колледже СФУ, первый курс. Самое интересное был межнациональный форум. Мы участвовали, мы присутствуем в этом мероприятии. Здесь проходят игры. Мы смотрели, наблюдали, и было очень интересно. Узнали многое. Главной целью фестиваля состязания «Живая энергия Северных игр» является приобщение к культурным ценностям народов, проживающих в Якутии, содействие воспитанию патриотизма, оздоровление подрастающего поколения. Я родом с Нижнеколымского района, поселка Андрушкина. Я переехала 13 лет назад в Якутск. Я занимаюсь дома шитьем из бисера. Занимаюсь в танцевальном ансамбле «Гиркелен» и «Кюн». Я очень рада, что попала на такое масштабное мероприятие. Осенью было маленькое мероприятие вот этого имени Гарулина.
на природе. Да, очень хорошо прошло, и вот тогда сказали, что будет масштабное в республиканском уровне будет мероприятие. И вот сегодня мы видим очень хорошее мероприятие. У меня родители были оленеводами, я тоже росла в стаде. Все мое детство прошло в стаде. Вот это вот метание аркана, прыжки через нарты, это очень хорошо, что молодежь видит все это. Вот такими играми не забываются корни наши, тем занимались наши предки. Во-первых, хотела сказать, что я впечатлена массовостью данного мероприятия. И вообще вот 40 лет назад, когда создавалась впервые ассоциация, мы вообще не могли себе представить того, чтобы наша молодежь самостоятельно что-то проводили. А это чистая инициатива молодежного совета, понимаете, что очень важно. И вот привлечение до такого большого количества участников соревнований, потом это только северные районы, в основном же, не вся республика. Поэтому это очень важно. И с этой точки зрения ребята у нас вовлекаются в видение, они понимают, кто они такие есть, что у них особенности какие, видят перспективы. И чувство гордости за свой народ появляется, я думаю. Так должно быть. Мы 40 лет назад об этом только мечтали. Бы еще что отметила, что это, в общем-то, инициатива Чукотской ассоциации. Понимаете, Жанна наша, да, она вот, вроде бы их мало совсем, но посмотрите, они очень работают планово. Они за год проводят несколько мероприятий, несмотря на то, что вот такие, что их очень мало здесь, в Якутске в том числе. Поэтому я думаю, на нее надо просто равняться всем руководителям ассоциаций, потому что многочисленные наши ассоциации, например, такую массовость не показывают, и такую инициативу тоже не показывают, к сожалению. И спасибо большое им, Чукотской ассоциации, как инициаторам этих игр Севера для молодежи. По итогам соревнований 3-е место заняла команда народного ансамбля «Гулум». 2-е место у команды студентов автодорожного техникума. Победителем стал спортивный клуб «Давдын» «Победа» Якутского индустриального педагогического колледжа имени Членова. Студент автодорожного техникума Давид Семенов стал рекордсменом игры «Ловля Хариуса». Студент Якутского индустриального педагогического колледжа имени Членова Олег Княжев – рекордсмен по прыжкам через нарты. Обладателем специального приза по чукотскому метанию чаута стал Антон Дьячков, студент медицинского колледжа. Фестиваль состязания «Живая энергия северных игр» прошел на высоком уровне, и победители, и остальные участники остались очень довольны, ведь все они приобщились к национальным видам спорта своих народов.